Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я Ольга Могучая. И сегодня гость нашей программы Игорь Прокудин, заместитель директора по охране территории заповедника Хакасский. Здравствуйте, Игорь Борисович. Здравствуйте. Накануне в заповеднике Хакасский состоялся тренинг-семинар государственных инспекторов Ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. Вот расскажите нам об этом мероприятии поподробнее. Я начну с небольшой преамбулы. На территории России 103 заповедника, 71 заказник и 43 национальных парка. Это не считая региональных заказников и природных парков. Все эти территории необходимо охранять, чем и занимаются государственные инспектора. То есть профессия такая есть, а учебного центра, к сожалению, нет единого. Мы попытались восполнить этот пробел хотя бы на территории Алтай-Саянского экорегиона и организовали вот это мероприятие. А как давно вы проводите вот такие тренинги, семинары? Тренинг-семинар проводится 4-й год в этом году. Ну и планируем продолжать и далее. А что легло в идею создания этого мероприятия? Идея создания мероприятия как раз зародилась из того, что я ранее сказал, это отсутствие какого-то единого учебного центра. Конечно же, каждое учреждение, которое ведает той или иной территории, оно занимается обучением своего персонала. Но обучение с учетом опыта различных территорий до сих пор не проводилось. Кроме того, государственный инспектор как профессия – это не просто охранник, который исполняет две функции – пускать или не пускать на территорию. В наше время в связи с бурным развитием познавательного туризма, экологического просвещения, проведением научных работ на особо охраняемых природных территориях, государственный инспектор, по сути, это комплексный специалист. То есть это человек, знающий свою нормативную базу, владеющий навыками интерпретации в области познавательного туризма, какие-то основы экологического просвещения он обязан знать, ну и вести сбор первичных научных данных. Вот, все это необходимо собрать в единое целое и дать основы этой профессии вот инспекторам, ну, по крайней мере, новым инспекторам, которые начинают работу. Ну, кроме того, они делятся опытом по своим территориям, накопленным на своих территориях, что не менее важно в этом мероприятии. Игорь Борисович, а вот какой круг участников этого семинара? Круг участников на сегодняшний день – это особо охраняемые природные территории Алтай-Саянского экорегиона. Это Республика Хакасия, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская область. Но в следующем году мы и вынуждены, и планируем, по-видимому, расширить географию, поскольку вот уже на этом мероприятии, когда уже начались занятия, настойчиво просились государственные инспектора острова Врангеля, заповедник остров Врангеля. На следующий год, опять же, хотят с Баргузинского заповедника к нам направить своих представителей. А этот семинар проходил на территории озера Иткуль, да? Да, самая лучшая база в регионе является наш участок озера Иткуль, заповедника Хакасский. Игорь Борисович, а кто является организатором этого мероприятия? Организатором мероприятия является заповедник Хакасский под эгидой Ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона. А вообще вот расскажите о формате мероприятия и вот о его тематике. Формат мероприятия – это полевой тренинг-семинар. В рамках него предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. По кругу подаваемых тематических занятий это самый широкий круг. Это и нормативная база работы государственных инспекторов. Это и какие-то научные исследования, проводящиеся на особо охраняемых природных территориях.
Это и такие нюансы, как оказание доврачебной помощи в полевых условиях, что тоже абсолютно необходимо и порой жизненно важно. В общем, самый широкий круг вопросов, по которым мы приглашаем на семинар профильных специалистов, желательно практиков, и они в доступной, достаточно познавательной, интересной форме подают свою тему. Мы знаем, что для инспекторов была придумана легенда, да, по которой и проходил весь семинар. Не совсем весь семинар. Это касается итоговых аттестационных соревнований. То есть по итогам обучения на этом семинаре мы проводим аттестационные соревнования с присвоением призовых мест, вручением призов. Это для большей стимуляции участников семинара. Легенда – это, строго говоря, фабула нарушения, по которой необходимо составить все необходимые процессуальные акты. За правильно составленные протоколы, акты и так далее начисляются баллы. Ну, это кроме того, что есть еще и силовые состязания. Игорь Борисович, вот из вашего рассказа очевидно, что это очень такое серьезное мероприятие, и госинспекторы должны быть хорошо физически подготовлены. А как они предварительно готовятся вот к таким мероприятиям? Предварительно они, конечно же, готовятся на своих территориях. Программа разослана по территориям заранее. Мы, конечно же, за 5 дней подготовить из них суперспециалистов не можем. Но вот что можем, то даем. И как итог уже посчитываем результаты. Ну и самый сильный, естественно, завоевывает первое место, получает лучший приз. Понятно. А вот как закончились вот эти соревнования? Чья команда победила? Эти соревнования закончились победой заповедника Хакасский, ну, с небольшим отрывом, самый минимальный отрыв. Я сам лично подсчитывал результаты, но принимал участие, вернее, в подсчетах результатов. Но до последнего момента не знал, кто победит, поскольку достаточно сложная система подсчета баллов. Второе место занял заповедник Столбы, это Красноярский край. И на третьем месте у нас оказался заповедник Катунский, Республика Алтай. Угу. И вот интересно, судьба вообще дальнейшая вот этих всех тренинг-семинаров. Станут ли они традиционными? Где они будут проходить? Я полагаю, они будут проходить там же. На следующий год о расширении географии я уже упоминал, потому как вот люди, приглашенные на этот семинар, в частности, Артур Мурзаханов, известный блогер, он посмотрел, как проводится это мероприятие, и сказал: мы хотим так же. Я ему говорю: ну, давайте тогда проведите у себя, я помогу, подскажу, учитывая свой личный опыт. Он сказал: нет, мы, пожалуй, так не потянем, но к вам мы приедем. Вот про остров Врангеля я тоже говорил, заповедник. Я думаю, будут желающие и с других территорий. Конечно же, мы будем продолжать, наверное, придумаем что-то новое, потому что каждый год появляется новый опыт. Отшлифовываем занятия, теорию ненужное убираем, оставляем самое интересное, чтобы государственные инспектора, они по сути своей народ-то неусидчивый. Но вот, к примеру, в этом году я наблюдал, как 2,5 часа их внимание держал медик, работник скорой помощи, он практик. Он на примерах, на конкретных, с использованием там какие-то шины, муляжи принес, показывал вот, тематику оказания доврачебной помощи. И народ его слушал, участники его слушали внимательно. Потому что, во-первых, им это пригодится обязательно в дальнейшем. И это было действительно интересно. Игорь Борисович, ну а вот как думаете, следующий семинар где пройдет? Это уже установлено или еще пока неизвестно? По общему мнению, лучшей площадки, чем участок озера Иткуль, заповедника Хакасский, на сегодняшний день просто мы не имеем альтернативы, поэтому будем проводить там же, на этом же месте. Спасибо. Игорь Борисович, я благодарю вас, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо вам.